где следует использовать мат, а где не следует. Да? Но здесь сугубо все индивидуально и от ситуации. Да? В принципе, можно человека тоже понять, если это произошла стрессовая ситуация. Действительно, мат является средством эмоциональной разрядки в экстремальной, в сложной эмоциональной ситуации, где человек испытывает сильные эмоции, такие как раздражение и гнев. Да? Также мат, он может являться заменой физической агрессии, так как это все происходит на уровне психики неосознанно, непроизвольно. Но это не означает, что в стрессовой ситуации мы должны везде ругаться, да? Потому что есть нормы этикета, правила, да? Где мы должны себя где-то вести сдержанно. Допустим, представим две ситуации, да? Когда на человека упал стул на ногу. Дома он будет кричать и ругаться. Да? Такая же ситуация произойдет где-то в культурном месте, в театре, допустим. Да? Он же не будет ругаться, потому что нужно быть культурным, нужно быть воспитанным. Да? И здесь происходит фокусировка внимания на окружение, допустим, в театре. И тем самым боль не такая будет сильная. Адекватно и спокойно. Да? Не почему ты так ругаешься, кого ты повторяешься, да? Можно здесь провести профилактическую беседу, скажем, с ребенком, да? О том, что где следует использовать мат, а где не следует, да? Что есть этика, что есть определенные правила. Когда человек находится за рулем, это сама вообще по себе стрессовая ситуация, да, и человек находится в напряжении, да, а он сидит за рулем, сама вообще мат — это же физическая агрессия на самом деле, да, и просто она выходит у нас вербально, и поэтому за рулем никаких физических телодвижений человек не сделает, и поэтому он непроизвольно все равно это выпускает вербально. Мат, он в обществе у нас табуирован. И когда есть такое понимание, когда человек матерится, то есть это такое антисоциальное поведение. И поэтому такого человека воспринимают, естественно, негативно, отрицательно, да? И он вообще является некультурным, невоспитанным. Но в любом учреждении, в любом коллективе есть этикет деловой, да, и есть индивидуальная корпоративная культура, где каждый специалист должен соблюдать. Но мат на работе можно заменить, например, скажем так, я-высказываниями, где человек напрямую высказывает свои чувства, эмоции на текущий момент. И, естественно, когда человек ругается, то это говорит о том, что у него, возможно, не развиты навыки межличностного общения, либо вообще общекультурного развития нет. И это может, конечно, препятствовать в рабочих отношениях. Деловому этикету не отвечает, можно заменять я-высказываниями, да, чем человек недоволен, и это высказать прямыми словами, да, чем именно, что именно ему не нравится, и при этом не нарушать личные границы своего подчиненного. Есть такое понятие, как личные границы, да? Это такая черта между личностями,
где человек понимает, где я, где не я, где мои мысли, убеждения, поведение, эмоции, да, а где не мои. И когда ему что-то неприятно, это абсолютно нормально высказывать, что его личные границы нарушили. И то есть у каждого человека есть выбор, да, говорить об этом, что ему нравится, а что не нравится, где нарушили его личные границы, что ему не нравится. Да? И поэтому задача другого человека воспринимать это адекватно. Ну, здесь сугубо все индивидуально и от ситуации, да, насколько человек тебе близок, тебя понимает. То есть если это происходит периодически, и человек не воспринимает твои просьбы, здесь, конечно, стоит задуматься. А если ситуация такая, где невозможно обругаться, да, то, в принципе, можно человека тоже понять. Если это произошла стрессовая ситуация вдруг с твоим другом, да, и он обругался, да, и здесь можно где-то проявить и гибкость тоже, понять человека. То есть все сугубо индивидуально и все зависит от ситуации. А если это абсолютно спокойная ситуация, где, в принципе, где можно было и не обругаться, да, то, естественно, это нормально, абсолютно нормально указать в том, что мне это не понравилось. Ну, например, можно переключить свое внимание на что-то другое. Да? То есть, во-первых, для того, чтобы как-то от этой привычки избавиться, нужно понимать сам механизм, как это все происходит. Да? И когда мы начинаем понимать этот механизм, мы начинаем себя анализировать. Когда человек себя анализирует, он начинает уже собой контролировать. Да? И можно переключать внимание. Допустим, найти 5 предметов квадратной формы в комнате, допустим, да, или назвать 5 предметов зеленого цвета, да, то есть способом переключения внимания. Это очень простой способ, который можно использовать здесь и сейчас. Также есть дыхательные техники, глубокий вдох и выдох, да, с помощью, в течение 1 минуты. Вот. Самые действенные и простые способы здесь и сейчас. Но это же получится только тогда, когда ты это контролируешь и анализируешь. А мат же, он всегда у нас выходит в непроизвольной форме. То есть человек, он сам этого может не контролировать, это само по себе выйти на автомате. Да? А когда человек у него есть точное убеждение, установка в том, что я хочу убрать эту привычку из своего вообще обыденности своей, да, то только с помощью конкретных действий он придет к этому. Но он должен понимать, для чего он это делает.